Итак, друзья, ассаламу алейкум. В итоге, как я уже говорил, если вы смотрели первое видео про численность, она вот здесь вот вверху, численность казахов в России, мы продолжаем серию видеороликов про реальную жизнь и проблемы казахского народа в России. Как я обещал, будет несколько тем, подразделов. Сегодня мы снимаем с вами второе видео, которое называется «Язык». То есть сегодня разберем такую тему, как действительно ли знают казахи России казахский язык или же не знают, есть ли казахские школы в России, есть ли детские сады в России и какие в основном проблемы, кто виноват, что казахский язык забывается в России. Вот эти все проблемы мы сегодня с вами разберем. Помимо этого видео будет и видео и про ислам, и про имена, и про менталитет, и про традиции, и про особенности языка. Это все будет дальше. Смотрите, следите за видеороликами, подписывайтесь для этого на канал, жмите колокольчик, чтобы вовремя посмотреть видео. Получается, как я уже говорил, я собрал материал вот такую вот папочку. Здесь, как я уже говорил, около 26 листов, именно вот по подразделам. Тему про численность мы уже прошли. И сегодня мы с вами разберем самую главную тему, которая называется... Я считаю, что это самая главная тема, это тема язык. Язык, насколько обстоят дела с казахским языком у казахов в России. Итак, самая большая нынешняя проблема казахского народа – это незнание языка. Это именно в России. Конечно же, эта же проблема есть сейчас и в Казахстане. Во многих, как мы видим, мы следим за Казахстаном, мы видим, что в Казахстане многие не знают языка. Если взять Казахстан, то, конечно же, сейчас в Казахстане, с учетом того, что это независимое государство, казахский язык сейчас развивается, даже несмотря на все проблемы, но казахский язык развивается активными темпами. Мы это даже здесь замечаем. И когда едем в Казахстан, тоже там это замечаем, что казахский язык все равно развивается, все больше и больше людей начинают говорить по-казахски, вот, поэтому в Казахстане эта проблема решается. И я вот, например, сколько даже жил в Актюбе полгода, в городе Актюбе, кто знает, вот, ну, я думаю, многие знают, особенно казахстанцы, и бывал много раз в Уральске. Я, например, если брать Актюбе, я не встретил в Актюбе за полгода своей жизни ни одного казаха, который бы не знал казахский язык. Или если взять даже вот Уральск, там тоже очень много людей говорят по-казахски. То есть я думаю, что даже где-то 70% уже в Уральске. И поэтому сейчас вот этот вот разрыв между казахами Казахстана, которые сейчас постепенно вот в этих вот областях, в которых казахский язык а конкретно пострадал во время Советского Союза, все равно сейчас там и казахский язык восстанавливается и идет улучшение. А если взять Россию, российских казахов, постепенно, несмотря на то, что многие говорят, что казахский как-то там происходят попытки возрождения, но в целом казахский язык вместе со старшим поколением он уходит. И уходит, к сожалению, безвозвратно. Я думаю, что вам это известно, но в этом видео разберем поподробнее. Итак, как я уже говорил в прошлом видеоролике, в России действует только единственная казахская школа, то есть полностью на казахском языке. Она находится в селе Керей. Там преимущественно проживают казахи, и там есть вот эта школа, которая даже занимается по казахстанским учебникам. Но представьте себе, как я уже говорил, опять же, в прошлом видеоролике про численность казахов в России проживает около 900 тысяч, да, и при этом на 900 тысяч человек всего одна школа. Опять же, я дальше скажу видео, почему сейчас на данный момент школы казахские в России нам не нужны. Подождите пока, не волнуйтесь, не воспринимайте все так однозначно. Я вам растолкую, почему я так говорю, вы поймете. Получается, помимо вот этой школы, есть школа, где казахский язык как второй иностранный. Она находится в Омске, по словам одной знакомой активистки из Омска. Также есть школы, где казахский язык как предмет. Таких школ немного, а такие школы есть в Омской области, и такие школы, точно знаю, есть в Астраханской области. Дальше.
После распада Советского Союза были многочисленные вспышки в Омске, в Астрахани, и в Саратове, и в Волгоградской области по возрождению казахского языка, но все они со временем заглохли. Какие-то школы заглохли из-за того, что население казахское не поддержало, да, не стало водить своих детей и самостоятельно не стало заниматься, изучать казахский язык. Какие-то школы просто из-за финансов не смогли дальше продолжать, потому что это дело преподавания казахского языка, к сожалению, дело неприбыльное. Вот. В Астраханской области в 2018, вот представьте себе, да, как я уже говорил, на 900 тысяч человек нету только всего одна казахская школа. Теперь внимание. В Астраханской области в 2018 году открылась туркменская школа с преподаванием туркменского языка в селе Фунтово Приволжского района. С населением, обратите внимание, население в селе Фунтово проживает 1064 человека. И в основном это туркмены. А во всей области проживает 2286 туркмен. Эту школу построило туркменское правительство непосредственно во главе с президентом, да, это все вот это вот руководилось под его присмотром, под его руководством. И обратите внимание, 2286 туркмен проживает в Астраханской области, и им правительство Туркменистана открывает школу, в то время как в той же самой Астраханской области проживает около 150 тысяч казахов, да, огромная часть населения этой области, огромная часть казахов, 150 тысяч, да, это целый город там можно собрать. И при этом в Астраханской области, внимание, нет ни одной школы казахской. Есть школы, где казахский преподается как предмет, есть, конечно, центры, где учат дамбре, но школ казахских нету. Вот. Корейская школа, корейцев, я напомню, что корейцев намного меньше, чем казахов в России. Есть корейская школа в Москве также есть еврейская школа, в Москве есть литовская школа, грузинская. По всей России есть татарские школы. Ну, потому что татаров около 5 миллионов, даже больше в России, и потому что это вторая национальность после русских. Теперь, друзья, конечно, вы скажете, вот казахи России, которые посмотрят это видео, да, или казахи Казахстана, которые посмотрят это видео, вот скажут, вот Туркменистан, у них всего там 2286 человек, туркмен проживает, и они уже им школу открывают, а Казахстан с учетом того, что 900 тысяч, не может даже еще какую-то школу, да, открыть, помимо вот этой единственной в селе Кирей. Ну, с одной стороны, вы правильно говорите, да, то, что, безусловно, казахам России больше надеяться не на кого, кроме как на Казахстан, и я не буду здесь в этом видео говорить ни про русский народ, ни про Россию, ни про российское правительство, потому что это политика, я в эту тему не хочу лезть. Вот. Но казахам России в деле поддержания казахского языка, кроме как на федеральные программы России и на программы Казахстана, не на кого больше положиться. Например, если брать федеральные программы России, да, направленные на развитие народов и на развитие в том числе языков на этих народов, то вот те люди в областях, где проживают казахи компактно, вот эти вот главы организаций, они непосредственно получают эти деньги федеральные, да, от российского правительства, но те деньги, которые действительно доходят до казахов, до непосредственно для того, на кого они выделялись, до того, на кого они выделялись, это мизерные деньги, это процентов, наверное, 2-3, наверное, от всех денег, которые доходят, и то в основном все эти деньги, они тратятся на наурызы, на еще какие-то праздники. Безусловно, это, конечно, нужно, эти наурызы нужны, но когда мы, казахи России, приходим на эти наурызы, и когда выходит аксакал и поздравляет нас на казахском, да, или обращается к нам на казахском, а мы, казахи России, не понимаем, о чем он говорит, да, мы просто стоим и киваем головой, и при этом не понимая, о чем даже говорит аксакал, да, непосредственно наш
старший дедушка, да, Аташка. Вот. И вот это вот действительно беда. И наурызы дело знания казахского языка в России никак не исправят на самом деле. Если брать федеральные, да, средства, я вам скажу честно, что казахам России на них полагаться не стоит, потому что сейчас там такая каша творится, там казахи, вот этих вот главы вот этих организаций, они там постоянно между собой там что-то спорят, делят, кто-то действительно что-то пытается делать, кто-то действительно проводит какие-то полезные мероприятия, конкурсы, вот как, например, в Омске, я знаю, хорошая организация «Казахи Омска», они проводят и Арукыз, у них есть классный конкурс, и Алтын Адам премия есть. Действительно люди работают, но большинство, к сожалению, делают по-другому. Поэтому второй момент, на кого мы можем положиться, это, естественно, конечно, Республика Казахстан, да, то есть в деле именно развития языка. Я дальше уже скажу, что я имею в виду. То есть, например, если взять ту же Германию, да, то Германия выделяет на развитие российских немцев, да, на поддержание традиции, поддержание языка просто миллионы рублей выделяет, там огромные суммы, несмотря на то, что немцев в России проживает не так много. То есть по сравнению с казахами, опять же, немцев не так много проживает в России. И несмотря на все это, немцы, Германия выделяет большие деньги на развитие немцев в России. Теперь, друзья, то есть вы скажете, да, вот, типа, почему Казахстан не помогает, почему такая ерунда происходит, но я вам хочу сказать, что вот привести пример, да, кто на самом деле, как я считаю, кто на самом деле виноват, что казахи России не знают казахский язык. Ну, я вам скажу сразу, что я считаю, что то, что казахи России забыли свой язык, то, что они его не передают детям, виноваты, естественно, сами казахи России, и особенно даже не молодежь, не возраст тем, кому сейчас за 30, за 40, а именно те, которым сейчас за 50 лет, за 60 лет. Они, кстати, прекрасно знают казахский. Тот факт, что казахи России не знают сейчас язык, это их вина. Это их упущение, потому что в своей молодости, когда они воспитывали детей, они не обращали тот факт, что необходимо передать знание языка, знание родного языка своим детям. И из-за этого сейчас вот такие вот беды, да, происходят с казахским языком. То, что уже младшее поколение, оно даже слов поздравления не понимает на казахском языке. И в свое время они, можно сказать, вот есть такое слово, профукали, да, профукали просто казахский язык, потому что они не создали ни школ, не создали ни детских садов, не создали каких-то пособий хотя бы, да, для изучения казахского языка. Хотя они непосредственно очень хорошо знают казахский язык, вот тем, кому сейчас за 50, они хорошо на нем говорят, хорошо его понимают, но то, что было, то было. Нам главное сейчас, молодым казахам, да, те, которые действительно могут что-то сделать, нам главное сейчас это время не профукать. Вот. Теперь, как я уже сказал, то, что я считаю, что в основном то, что казахи не знают казахский язык России, виноваты сами казахи России. И сейчас я докажу на конкретном примере. Вот обратите внимание, что по данным Росстата, сейчас привожу статистику, да, по данным Росстата, в 2011 году количество национальных дошкольных учреждений, то есть детсадов, внимание, сколько было, да, по данным Росстата, в 2011 году, 8 лет назад, 1643 детских сада татарских, 476 детских сада башкирских, 462 детских сада якутских, вот обратите внимание, 462, хотя якутов в России проживает меньше, чем казахов. Бурятских 77, которых бурятов, кстати, тоже меньше, чем казахов. Калмыцких 44, которых существенно меньше, чем казахов. Осетинских 199, да, тувинцы, у тувинцев 160 детских садов. Алтайцев, у алтайцев,
которых всего 67 тысяч в России, у них 4 детских сада. Ногайских, то есть 8 детских садов у ногайцев, да, национальных именно, которые в основном проживают в Ногайском районе Карачаево-Черкесии и в Ногайском районе Дагестана. Да. Их всего около 100 тысяч, а казахов около 900, как я уже сказал. Да. И у них 8 детских садов. Внимание, ненецких, один детский сад, которых всего в России проживает 45 тысяч. И казахских, как вы поняли уже, наверное, в 2011 году детских садов не было ни одного. И на данный момент нету. Есть один детский сад в Омске, в котором есть казахский, как сказать, культурный центр, в котором отмечают иногда праздники казахские. Но я не считаю, что такой детский сад можно назвать национальным детским садом. Национальный детский сад — это когда преподавание идет на казахском языке, когда разговаривают на казахском языке, ну, я имею в виду на национальном языке, да. Кто вот в этом виноват, да, друзья? Я сейчас вам скажу, кто в этом виноват. Вот обратите внимание, что в Российской Федерации, в областях, где проживают казахи, есть очень много районов, в которых казахи представляют большинство. То есть национальное большинство представляют казахи. Казахов в этих районах даже больше, чем русских. Да? Но такие районы есть в Астраханской области, это Володарский район, в котором 68% проживает казахов. Это и Александрово-Гайский район в Саратовской области, 53%, да, казахов. Это и Красноярский район в Астраханской области, в котором 47% казахов проживает. И Паласовский район в Волгоградской области, 43%. Сейчас уже больше, там уже около 50% Паласовской, даже больше 50% казахов проживает. И так далее. То есть около 10 районов можно набрать, в которых процент казахов от всего населения района составляет более 30%. Вот. И во многих из этих районов, в частности, я точно знаю, что есть в Астраханской области, во многих из этих районах, во многих из этих селах, даже в городе вот, Вахтюбинске, да, есть главы этих районов и главы сельских поселений. Это казахи. То есть у многих этих районов, например, в Володарском районе точно я знаю, что и в Володарском районе и глава казах, и во многих селах там главы казахи, да? Но при этом, при всем, казахи не смогли как-то договориться с этим главой, как-то написать заявление, как-то поднять вопрос, как-то собраться и организовать хотя бы один детский сад. Да? Хотя бы один детский сад казахи не смогли организовать, имея все условия, и главу района, да, который казах, который может чем-то помочь, да, и сами, да, которые проживают компактно, которые чуть ли не все население района составляет. Просто, как обычно, это лень, да, это казахская лень, это перетягивание одеяла на себя, оно что в селах у нас такое есть, что в районах такое есть, что в городах такое есть, что между областями такое есть, это вот, а все одно и то же. Казахская лень, перетягивание одеяла на себя, вот эти вот моменты, они влияют и конкретно влияет на знание казахского языка и на то, что у казахов с таким огромным населением нет ни одного детского сада. И винить здесь казахстанское правительство, это глупо. Вот. В первую очередь нужно винить самих себя. Но, конечно же, вот это вот дело исправить это очень тяжело, поэтому приходится пока терпеть. Теперь дальше, друзья. Я считаю, что с учетом того, что мы провели много опросов, да, с учетом того, что мы опрашивали письменно людей и устно, на мой взгляд, что в России всего, если взять из 900 тысяч, да, ну примерно, я думаю, что 50% знает казахский язык, да, то есть вот в эти 50% входит в основном старшее поколение, то есть это тем, кому за 50 лет, да, они знают казахский язык, они понимают. Но если брать конкретно отдельно молодежь, то есть возраст примерно до 35 лет, да, до 30-35 лет, если брать этот возраст, то из них
90% казахов не знают казахский язык и практически не понимают. То есть они понимают такие банальные фразы, как «рахмет», там, «Алла разы болсын», там, «саубол». Вот такие фразы, конечно же, не понимают. Но когда конкретно идет речь на казахском, да, они не понимают. Потому что я, вот, например, меня взять конкретно, я казахским языком, скажу вам честно, что до 22 лет я казахским языком практически не владел. То есть я знал, как я уже перечислил, определенные фразы, там, «акель», «апар», там, этот, «кельманда», там, то есть вот такие, конечно, моменты я знал все это, потому что я рос с бабушкой, с дедом, и они у меня говорили на казахском. Но что-то сказать на казахском, или уже когда идет конкретная речь на казахском, я не понимал этого, и, соответственно, и говорить не мог. И уже после 22 лет, естественно, я начал изучать казахский язык, и сейчас вот практически за 1,5 года есть результаты. Я считаю, что я примерно на 30-40% овладел казахским языком, то есть я уже могу что-то спросить, что-то ответить. Вот, я уже лучше понимаю, намного лучше понимаю, я уже общаюсь с бабушкой своей, но таких людей, как, конечно, не люблю якать, но как я, да, или как вот есть у нас здесь много ребят, которые, ну, есть ребята, которые изучают казахский язык, конечно, из всего казахского населения России таких ребят, девчат мало, таких очень мало. Поэтому я считаю, что 90% молодежи казахский язык не знают. Сейчас очень много молодежи переезжает в город, и получается, что в городе еще больше происходит исчезновение казахского языка, потому что в городе, в селе казахи как-то между собой взаимодействуют, как-то все равно язык сохраняется, как-то все равно идет общение на казахском языке, но когда казахи переезжают в город, то общение на казахском языке сводится практически к нулю. Соответственно, у тех, той молодежи, у тех взрослых, да, уже которые там за 30, да, у них есть уже дети, и эти дети практически вообще не говорили на казахском языке, не говорят и не слышали даже практически казахского языка. Я, в принципе, все сказал, то есть 90% не знают молодежи, да, именно молодежи, я говорю, что... И вот еще, знаете, есть такие моменты, вот очень многие казахи, они боятся признаться, что они не знают казахского языка. Для них это какой-то, вот, знаете, что это для них такой вот стыд конкретный. Они боятся, во-первых, признаться, но даже проблема даже не, самая большая даже не в том, что они боятся признаться. Самая большая проблема в том, что они не признаются себе, да, в первую очередь, что они не знают казахского языка. И они из-за этого не начинают его даже учить или как-то развивать язык. И у многих, вот мы проводили опрос, да, и устно, и на видео, вы можете видеоролики посмотреть у меня на канале, и письменно мы проводили опрос, и многие говорят то, что вот вы им подходишь и говоришь там, вы знаете казахский язык, вы говорите на казахском, даже если ты к ним на русском обращаешься. Они говорят, да, говорим. Начинаешь им задавать какой-то вопрос, который, ну, просто там, не знаю, нравится тебе это или там мероприятие, да, там, например, или сколько тебе лет, да, они признаются, что казахский язык они не знают, что они соврали. Им краснеет, естественно, и им стыдно. Но, как сказать, делать они, конечно же, после этого не идут казахский язык учить, но суть в том, что многие люди, которые не знают казахского языка, они говорят, что знают, да? Вот такой вот момент есть. Соответственно, если такая ситуация существует, то я считаю, что перепись населения, которая проводилась в 2010 году, когда очень многие указали, что они знают казахский язык, я считаю, что она ошибочна, она недействительна, потому что когда проводится перепись, как она проводится? Просто приходит домой к человеку, вызывает его и задают вопрос, кто ты по национальности, знаешь ли ты язык свой, и он, естественно, скорее всего скажет «да». Его же не будут там проверять, да, там задавать им какие-то вопросы, там тесты проводить, знает ли он действительно язык. Просто спрашивают, знаешь, не знаешь, он отвечает «да», и поэтому в большинстве случаев отвечает «да», хотя знает очень плохо, да, или вообще не знает. И поэтому
я считаю, что перепись населения, она ошибочна и она не может отражать реальных данных по знанию казахского языка. В то же время, как я уже говорил, нам нет смысла в России, вот я говорил, да, то, что нам нет смысла открывать казахские школы. Почему? Потому что практика показала, что казахи, что другие народы постепенно, когда открывается национальная школа, родители не отдают туда своих детей. Потому что они боятся того, что их дети не смогут реализоваться в государстве, где главный язык русский, где образование в основном на русском, где университеты самые более-менее хорошее образование дающие на русском, где в работе в 100% практически случаев нужен русский язык. Вот. И поэтому родители боятся и не отдают своих детей в такие школы. Соответственно, если родители туда их не отдают детей в такие школы, то зачем их открывать, да? Такая практика существует не только у казахов, такие, это есть и у башкир, у чувашей, и даже я читал в интернете, не знаю, насколько это правда, это есть и у чеченцев. Даже чеченцы тоже, они говорят, что, конечно же, чеченский язык нужен, его нужно преподавать, но чисто национальные школы с конкретным языком они детей туда не отдают, потому что боятся за будущее детей. Теперь дальше. Опять же, что я говорю, что нам нужно, да? Нам казахские школы не нужны, потому что родители туда не будут детей отдавать. Я считаю, что нам необходимо во всех приграничных областях, да, с Казахстаном, где казахи компактно проживают, во всех больших городах, областных центрах в этих областях, то есть это города такие как Астрахань, Оренбург, Омск, Саратов, Волгоград, Новосибирск, таких городах, вот в этих городах, в Самаре, необходимо открывать казахские центры изучения казахского языка и традиций казахского народа. Что это такое будет? То есть это будет специализированная сеть, то есть не отдельно каждый там со своим названием, со своей программой, а это единая сеть с единой программой обучения, с едиными стандартизированными учебниками, с единым отделом связи с клиентами, да, так сказать, клиентами. Вот, в кавычках, конечно же, нельзя назвать клиентами, как обучающимися, да, вот, и над этими всеми людьми, над преподавателями в этих центрах будет стоять единый человек, который будет непосредственно их курировать, который непосредственно будет следить за обучением казахского языка населения, да, за конкретными результатами. И только таким образом, только открывая вот такие вот центры, только таким образом мы сможем спасти казахский язык. Вот эту вот тему про эти центры я разберу в последнем видео о реальной жизни и казахов и проблемах казахов в России. Я конкретно расскажу, что нужно делать, как это нужно делать, поделюсь нашим опытом, да, преподавания казахского языка в центре Анатолии, в котором я непосредственно принимал участие. Конечно же, главный организатор там это фонд Достар, это главный преподаватель, это Жазира Жаксипаева, но я непосредственно участвовал в организации этих курсов, и я знаю, что это действительно работает. И на данный момент единственный центр, где изучается казахский язык в России на постоянной основе, не один раз, да, в год или там месяц в год, а каждый месяц в году, где изучается дамбра, где изучается язык, где изучаются традиции, где изучаются игры. Единственный центр на данный момент в России – это центр Анатолия, который находится в Саратове. И действительно, центр Анатолия показал, что вокруг него сначала начинается развитие казахского языка, да, потом начинается развитие музыки, потом начинается развитие традиций, потом те люди, которые обучались, они начинают объединяться по интересам, они начинают вместе ходить в кино, они начинают вместе отдыхать, они начинают вместе общаться, они начинают постепенно практиковать казахский язык. Соответственно, они как-то стараются обучать детей казахскому языку. И вот эта жизнь, она начинается уже развиваться. И нам желательно, вот, когда открывать эти центры, когда мы обучим хотя бы в каждом городе по 10% от населения
от казахского населения в городах, то 10% нам достаточно обучить казахскому языку, нам достаточно добиться того, чтобы они хотя бы немножко начали на казахском говорить, то другие, остальные казахи, хотят они того или нет, они постепенно начнут тоже изучать казахский язык, потому что это закон такой мироустройства, то, что когда 10% хотя бы начнут какой-то идеей их заразить, так сказать, чему-то обучить, то остальные начнут сами, хотят они того или не хотят, к этому приобщаться и к этому идти. Ну, друзья, в общем, об этих центрах я, как уже сказал, расскажу в последнем видео. Постараюсь максимально конкретно об этом рассказать, поэтому пока об этом все. То есть вот эти центры нам действительно нужны, действительно необходимы. Нам необходимо, казахам России, знать казахский язык. Почему я это говорю? Потому что это... Я не говорю, что нам вот нужно все изолироваться, да, забыть русский, там, не учить английский. Я не говорю об этом. Нам, конечно же, нужен и русский язык, и английский язык нам необходимо изучать. Но в первую очередь, как есть известное стихотворение, и Анатолий Балевкой, вот это вот, с таких слов он начинается, я думаю, многие его знают, и там есть такие прекрасные слова, что какой хочешь язык знай, да, изучай, но свой язык в первую очередь ты должен знать и говорить на нем. И поэтому почему нам необходимо знать казахский язык, да? Почему нам необходимо изучать его? Потому что казахский язык это не просто язык, да? Это мировоззрение, это часть мировоззрения казахского народа. И огромный пласт информации, который ценностей, огромный пласт ценностей, информации, мировоззрения, он сейчас сосредоточен в литературе, в казахской литературе, которой русскоязычные казахи не имеют доступа. Даже если взять переводы, перевод этой литературы на русский язык, он уже совсем другой. Вот, например, взять книгу, замечательная книга, написанная Мухтаром Ауезовым, «Путь Абая», да, Абай жолы. Непосредственно эта книга, она, безусловно, очень классно, очень интересно написана, но в переводе на русском эта книга, честно сказать, ужасная. Ужасный перевод. Несмотря на то, что это переводила русская женщина, я очень уважаю эту женщину, да, она уже сейчас мертва, но она сидела в тюрьме, она переводила, но все-таки перевод на русский язык этой книги Абай Жолы, он ужасен. Почему? Потому что вот здесь есть, действительно, очень многие моменты написанные непонятно. Я не знаю, проверяли ли Министерство культуры Казахстана эту книгу, но здесь, например, написано, что когда казахи начинают любое дело, да, всем известно, что казахи начинают любое дело со слова «бисмилляхи». То есть в казахском варианте это звучит как «бисмилля», да, «бисмилля». Вот так вот. Но в этой книге это слово написано не «псмиля», да, а написано «пасмильда». Пасмильда. Вот такое вот, представьте, вот. И многие русскоязычные казахи это читают, и они это запоминают. И, в общем, в чем суть-то? В том, что одной из причин, почему необходимо изучать язык, это доступ к огромному пласту, огромному количеству литературы на казахском языке, чтобы через знание наследия, да, культурного наследия народа, чтобы твои жизненные ценности, твои корни, так сказать, да, под ногами, твоя почва под ногами, она становилась тверже, чтобы ты более становился полноценным человеком, чтобы ты ощущал, соотносил себя к какому-то народу, да. У казахов в целом совсем не налажен механизм передачи казахского языка следующему поколению. То есть, если взять другие народы, в особенности народы Кавказа, или родственный нам народ нагайцев, да, или близкий нам народ татар, вот у них, я вот сколько раз даже вот здесь в Саратове живу, да, я видел, здесь много проживает татар.
И я один раз иду по улице, просто в центре, да, стоит татарская бабушка, татарская женщина и ребенок, да, маленький. Он живет в Саратове, да, Саратов это далеко не Татарстан, да, здесь все говорят на русском языке, но татары, они умудряются сохранять татарский язык, они открывают свои магазины, где продается литература на татарском языке. Они, например, в мечети стараются между собой говорить на татарском языке. И я вот иду по улице, и вот эта вот мама, она своего ребенка на улице учит татарским словам. Она не стесняется кого-то там, она не считает, что она выглядит как нелепо. Она просто стоит и передает по книжечке. Вот они купили книжечку в этом татарском магазине, они стоят на улице и обучают своего ребенка, пока есть свободное время, да, может, они кого-то ждали, татарскому языку. Или вот второй момент, да, например, я вот с самого детства рос в среде, где не только жили казахи, да, есть, у нас в селе жили и живут и чеченцы, и кумыки, и аварцы, и много разных народностей живет. И вот я заметил, что когда, например, мы играли с ребятами, да, казахи там играли с другими народами, да, там с русскими, с кумыками, с чеченцами, я всегда замечал, что когда приходит родитель казаха, да, ну, наш, там, мой или там другого, он обращается к нам всегда, вот 100% случаев зовет на русском языке, то есть иди домой там, или иди сюда, или там как-то обращается, спрашивает там про коров, например, где коровы там, вот, или где там барашки, ну, он всегда отвечает, спрашивает на русском, да, когда приходит кумык, чеченец или аварец, он в 100% случаях спрашивает своего ребенка на родном ему языке. Он не стесняется, что мы там не поймем как-то, или что-то там как-то выглядит неплохо. И ребенок, кстати, не стесняется, ему отвечает ему на татарском, на его языке, на родном языке. И этот момент, он мне всегда западает, ну, это запал мне в душу навсегда. И многие казахи это отмечают. Они все это знают, что так оно действительно есть. Или, например, еще третий пример. У нас вот в Волгоградской области есть два села, да, Маляевка и Бахтияровка. Эти села, они татарские села. Когда-то давно, еще уже около 200 лет назад, татары на эти земли они переселились в Волгоградскую область. Хотя Волгоградская область, она не граничит с Татарстаном. Это тоже очень, на самом деле, далеко от Татарстана. И татары, несмотря на то, что уже столько лет проживают в этих селах, да, они сохранили там татарский язык, они общаются с детьми на татарском языке. И вот даже когда вот у нас есть районный центр Ленинск, да, Маляевка, Бахтияровка и, соответственно, мой поселок Степной, да, они это просто села в районе, да, а районный центр у нас Ленинск называют. И вот в эти поселки есть у нас отдельно ходят маршрутки. Маршрутки это маршрутное такси, да. И когда ты садишься в Маляевскую или Бахтияровскую маршрутку, всегда, практически в 100% случаях, там разговаривают на татарском языке. Ну, бывает, что изредка дети между собой на русском разговаривают, но в основном старший возраст и даже средний возраст и с водителем, они разговаривают на татарском языке. У них там висят всякие картинки на татарском языке, там, они говорят, чтобы остановились на татарском языке, или там передают деньги там, на татарском языке. В общем, все происходит на татарском языке, несмотря на то, что они проживают около 200 лет. Они в каждом из этих сел открыли уже давно, еще намного раньше казахов, мечети. Они преподают там им татарский язык. Очень у них все это налажено, и прямо это не может не радовать. И большой-большой нам в этом пример казахам. Дальше, друзья, что хотелось бы еще сказать, что уже многие казахи вот, в России, они, и перепись показала, вот здесь конкретно, здесь написано, что в 2002 году уже 74% заявили, что в Саратовской области 74% заявили, что лучше говорят по-русски, чем по-казахски. Вот это уже в 2002 году. Уже многие казахи считают русский язык родным языком, потому что это и наш опрос показал в Саратовской области. Возможно, в других областях как-то там по-другому, не буду говорить, но я считаю, что в принципе в Саратовской области так же, как и в других областях. Что хочется напоследок отметить, что, во-первых,
конкретные последние тезисы. Я считаю, что в основном тот факт, что казахи России до сих пор еще сохранили язык, сохранили традиции, во многом это заслуга того, что казахи это в первую очередь мусульмане, и во многом в этом сыграла религия ислам. Почему? Потому что религия ислам, она более практичная, она более такая требовательная к человеку. И благодаря в том числе религии ислам, в том, что мы не христиане, да, в том, что мы не немножко отличаемся по мировоззрению от других народов России. Вот, благодаря этому во многом мы и сохранились как народ, как нация казахи. Потому что во многих селах, во многих городах, именно таких маленьких городах, районных центрах, единственное место, где как-то стараются сохранять казахский язык, как-то стараются говорить на казахском, это в первую очередь мечети. Это мечети, это молельные дома. Я это знаю не понаслышке, потому что непосредственно мои бабушка с дедом у нас в селе организовывали первую мечеть. Это была первая мечеть во всем Ленинском районе, и именно в этой мечети со временем казахи как-то начали собираться, как-то начали практиковать язык, как-то начали изучать дуа на казахском, непосредственно то, которое читается предкам. Вот это там начали как-то проводить праздники. И, конечно, они до этого собирались на общих садака. Я не хочу сказать, что вот только мои бабушка с дедом, когда начали работать. Нет, я не говорю, я просто хочу сказать, что мечети и молельные дома это на данный момент служат как центрами казахской культуры и казахских традиций, потому что огромное количество казахских традиций, оно непосредственно основано на исламе, на мусульманских ценностях. Почему так сильно казахи начали забывать казахский язык? Ну, во многом из-за того, что в Советском Союзе казахский язык считался языком отсталых людей, потому что это насильно, я думаю, что это насильно вдалбливалось казахам российским и тогда уже казахстанским казахам это вдалбливалось в мозги, что вот казахский язык это язык чебанов, это язык пастухов, изучайте, не изучайте его, там, забывайте его, он вам не нужен. В общем, поэтому во многом из-за этого, что такая пропаганда была, и это отрицать не стоит, во многом из-за этого наши родители, они стыдятся казахского языка. Эту тему долго раскрывать не буду. Если Казахстан, да, я это и в последнем видео буду говорить, что если Казахстан действительно заинтересован в том, чтобы огромная часть казахского народа, проживающая на территории России, если Казахстан заинтересован в том, чтобы мы сохранились как казахи, как часть большого казахского народа, то нужно как-то этот вопрос решать с языком, потому что уйдет язык, уйдут и традиции, это 100%, потому что все традиции они основаны на языке, и без знания языка, конечно, традиции можно соблюдать, но уже, конечно, это совсем будет совсем другое, если мы даже не будем понимать смысла названий казахских традиций. Вот. Также, конечно же, несмотря на то, что огромные проблемы есть с казахским языком, я хочу сказать, что несмотря на все это, новое поколение, да, сейчас, особенно вот молодежь, да, вот до 30 лет, до 40 лет, они хотят знать казахский язык. Они хотят знать казахский язык. И мы когда создавали справочник, да, на данный момент с ним небольшие проблемы возникли. Мы сейчас его переделаем из-за того, что не смогли договориться с автором большого количества материала из этого справочника. Не буду эту тему дальше скрывать. В общем, мы сейчас переделываем его, и в ближайшее время, в конце марта, я думаю, выйдет у нас новая версия, обновленная с новым материалом, с новыми статьями, с практическими заданиями. Если вам интересно, пишите мне. Это пишу не я, это я больше как организатор, потому что я с казахским языком на данный момент только изучаю. Там и с Казахстана есть автор, и из России есть автор казах, который выучил казахский язык с нуля. Вот. Поэтому, когда мы делали этот справочник, да, когда мы его начали говорить о нем, что он есть,
огромное количество, тысячи казахов из России, тысячи казахов, даже около 2000, наверное, казахов из России нам позвонили, нам написали и попросили нам, купили у нас, заплатили деньги даже, чтобы мы им отправили учебник, справочник казахского языка в разные регионы, там из Хабаровска, из Архангельска, даже из Калининграда заказывали, и, конечно же, из Саратовской области, из Астраханской, из Омской области, из Оренбургской, со всех регионов казахи просили, чтобы мы им казахский язык отправили, учебники, справочники по казахскому языку. Вот, поэтому я хочу сказать, что на данный момент очень большая потребность в казахском языке есть, казахи хотят его изучать, но им нужно предоставить качественную, удобную систему изучения казахского языка, которая действительно будет им помогать в изучении казахского языка, при этом не отнимать большого количества времени и при этом будет доступна во всех областях, где компактно проживают казахи. Вот это вот в принципе все, что я хотел сказать. Надеюсь, я никакой момент не упустил. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Я думаю, что оно было полезно, потому что я постарался с разных сторон подойти к объяснению проблемы с казахским языком в России. Итоги подведите сами. Я думаю, каждый уже какое-то мнение себе уже выделил, да, из этого видео. Всем рахмет, кто посмотрел. Как я уже говорил, подписывайтесь на канал. Ждите следующих видео, потому что я уже сказал, что это будет серия видео. И ждите самое главное, последнего видео про казахские центры, которые мы просим, да, которые мы хотим, чтобы открылись. Да. Мы пока над этим не работаем, но я думаю, что возможно, кто-то или даже мы, возможно, в будущем этим займемся. Вот. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выйдут на этом канале. Добавляйтесь ко мне в друзья, пишите под этим видео свою историю изучения казахского языка. Насколько вы считаете, что знают ли казахский язык в России или не знают, и насколько эта проблема есть в Казахстане. Пишите ваши предложения, что действительно нужно делать, чтобы казахский язык в России развивался. Вот. И добавляйте ко мне в Инстаграме. Сау болыңыз, всем рахмет. Еще раз говорю, что у каждого свое мнение по этому поводу. Сау болыңыз, пока.